Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию вебинаров, посвященных платформам, которые позволяют нам организовать обучение с применением дистанционных технологий. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из платформ. Это известную платформу Я-класс. О ней уже, наверное, много говорили, многие слышали, многие знают, но, тем не менее, хотелось бы напомнить, что, в принципе, можно использовать данные платформы для организации обучения детей в дистанционном режиме. Сегодня прошли уже 2 вебинара у нас, и в начале этих вебинаров было сказано, что была дана инструкция по организации дистанционного обучения. То есть было сказано, что дистанционное обучение – это не просто дать задания детям, которые бы они выполняли самостоятельно или с родителями, а действительно это специфический процесс, когда надо учесть и возможности ребенка, и возможности учителя, чтобы не было перегрузок, чтобы был оптимальный режим работы, а не таким образом, когда в электронном журнале дается задание, причем в двойном объеме по каждому предмету. Учитель старается дать задание, которое необходимо было выполнить на уроке, и плюс еще домашняя работа, 6 уроков, и ребенок должен сидеть, это выполнять, предположим, дома. То есть нагрузка достаточно большая. И в последующем учитель должен будет все это проверить, нагрузка получается и на учителя. Платформа Я-класс позволяет как раз вот избежать этой перегрузки и для ребенка, и для учителя. Задания можно выполнять и читать теоретический материал можно, он доступен, в принципе, ясен, и выполнять задания по той или иной теме тоже для ребенка, возможно, будет интересно. Важно то, что система сама выставляет, в случае правильного выполнения заданий, система сама оценивает ребенка, и учитель, в принципе, может эти отметки уже использовать для оценивания отметок по предмету. Значит, на сайте Криро в видеозале все наши сегодняшние трансляции уже в записанном варианте есть. Вот, если перейти в видеотеку, сейчас на экране вы видите, то сегодня у нас прошло обучение уже вот по российской электронной школе, по использованию Яндекс.Учебника, поэтому можно ориентироваться на эти тоже ресурсы, тоже можно ориентироваться. И сегодняшний вебинар тоже проходит, записывается, и можно будет его просмотреть в режиме уже офлайн в свободное время. Хорошо то, что ресурс Я-класса у нас включен в электронный дневник государственной информационной системы «Электронное образование». И вот сейчас я нахожусь в режиме дневника ученика, и если мы сделаем прокруточку вниз, то здесь есть кнопочка Я-класс. Нажимаю эту кнопку, ученик переходит, ну и, соответственно, учитель из журнала переходит уже на сам ресурс Я-класс. Значит, я буду использовать учетную запись ученика, который мне позволил это сделать. И поэтому здесь мы можем увидеть, во-первых, предметы, по которым практически все предметы представлены. И вы видели, что на главной странице у нас уже есть возможность для подготовки к всероссийским проверочным работам. Значит, система состоит как бы из 2 частей. Первая часть – это открытая часть. Это когда любой ученик, в принципе, может, зарегистрировавшись на сайте, привязав свою учетную запись к учетной записи в ГИСЭО, может заходить и выполнять любые работы по любому предмету, представленному здесь. И вторая часть – это закрытая часть, то есть платная часть, хотя по цене она сопоставима или гораздо дешевле, чем использовать репетиторов, например. Школы приобретают со скидкой эту систему. Закрытая часть отличается от открытой части для ученика тем, что
Когда в открытой части ученик решает какие-то задания, он не видит правильного решения. То есть он может несколько раз повторить одно и то же задание, ну не одно и то же, по типу одно и то же, а данные могут быть представлены разные. Может повторить это задание, но в конце концов он не увидит правильного решения. В той платной части как раз, если ученик выполнил что-то неправильно, у него есть возможность проверить ход выполнения задания. Много преимуществ у платной части для учителей. Они могут составлять свои какие-то проверочные работы, контрольные работы, то есть регулировать индивидуальный ход занятий ребенка. Еще раз напоминаю, система хороша тем, наравне с Учи.ру, предположим, тем, что система оценивает и выставляет отметки за правильные ответы. То есть учителю нет необходимости проверять работы. Более того, у учеников не будет возможности списать эти задания с готовых домашних заданий. То есть таким образом вот, как бы эффективность здесь налицо. И мы рекомендуем как раз использовать эту систему по мере финансовых возможностей, либо платную ее версию, либо можно использовать бесплатную версию. Значит, ну давайте сейчас более подробно я дам слово учителям, которые уже используют эту систему. Много роликов можно найти в YouTube, вот один из них я предоставляю вашему вниманию. Добрый день, дорогие коллеги. Я учитель информатики лицейского 11 Петренко Галина Викторовна. Сегодня расскажу вам о возможностях обучения и решения различных образовательных задач ресурсами цифровой платформы Я-класс. Сейчас мы с вами находимся в моем профиле на Я-классе, и вы видите основное меню «Начало». Сейчас представлены предметы Я-класс. Много роликов можно найти в YouTube, вот один из них я предоставляю вашему вниманию. Всероссийские проверочные работы. Новый предмет основы финансовой грамотности и, конечно же, информатика. Сегодня расскажу вам о возможности. Темы с 5 по 11 класс соответствуют федеральным государственным образовательным цифровой Ты меня выключил? Я-класс. А также сейчас мы с вами находимся в моем профиле. Ну хорошо, хорошо. Вы видите основное. Каждый день у учителя представлена технологическая карта. Сейчас представлены причащие Я-класс. Много роликов можно найти в YouTube, вот один из них я предоставляю вашему вниманию. Это теоретические проверочные работы. Новый предмет основы финансовой грамотности и, конечно же, информатика. Сегодня расскажу вам о возможности. Темы с 5 по 11 класс соответствуют федеральным государственным образовательным цифровой. Ты меня выключил? А также сейчас мы с вами находимся в моем профиле. Ну хорошо, хорошо. Вы видите основное. Каждый день у учителя представлена технологическая карта. Сейчас представлены причащие Я-класс. Много роликов можно найти в YouTube, вот один из них внимание. Это теоретические проверочные работы. Новый предмет основы финансовой грамотности. Сегодня расскажу вам о возможности. Темы с 5 по 11 класс соответствуют федеральным государственным образовательным цифровой. Ты меня выключил? А также сейчас мы с вами находимся в моем профиле. Ну хорошо, хорошо. Вы видите основное. Каждый день у учителя представлена технологическая карта. Сейчас представлена, если вы подписываете. Много роликов можно найти в YouTube. Многие учащиеся нашего лицея отказались от лицензии, говоря, что мы хотим решать самостоятельно. На каждое задание есть 50 разновидностей. Поэтому, решая в классе или дома, ребята не могут списывать друг у друга. Нажимаем «Решить еще раз» и видим уже новое задание на ту же самую тему. Отвечаем. Можем переходить к следующему, а можем вернуться назад и увидеть еще раз другую формулировку данного задания. Плюсом данного портала считаю то, что здесь можно не только прорешивать текущие темы, но еще и задавать контрольные и проверочные работы. Вот, например, результаты одной из проверочных. Кто-то не выполнял, кто-то выполнил на какой-то процент, кто, может быть, и не улучшил свой результат, кому-то достаточно 60 баллов, а кому-то хочется стремиться к 100. 0 означает, что учащийся выполнил задание неверно.
Результаты проверочных работ можно распечатать или отправить в PDF-файл. Чтобы смотивировать учащихся на решение заданий, я класс придумал раздел ТОП. Здесь есть топ одноклассников и топ классов в школе. Сейчас перед вами представлен топ классов, в котором 11 Б лидирует. На самом деле в конце мая, конечно же, были другие результаты. Сейчас все учащиеся переведены в новые классы, и мы видим, что 11 Б на первом месте, 11 Б на втором, 7 А на третьем, и какое количество баллов они заработали. Если мы подключимся к какому-то из классов, то видим, сколько баллов заработал каждый учащийся. Сколько процентов освоено того предмета, который я преподаю, и сколько процентов освоено в других предметах. Сколько было решено заданий за последние 30 дней, по каким предметам, сколько баллов было заработано, какие проверочные выполнял обучающийся и на сколько баллов. Если мы зайдем в раздел «Статистика школы», то увидим, что в истории набранных баллов количество баллов у нас увеличивается, но летом ребята практически не решали. Место в топе региона у нас было первое на протяжении всего года, ну а сейчас Кемеровская школа у нас впереди. Место в топе страны самое высокое было 128 из 19 102 школ. Если мы посмотрим на список школ, то почти вся страна здесь у нас представлена. Первые 50 школ на первой странице. Портал я использую с 2015 года, и пока он меня еще не подводил. Мы исключили рабочие тетради, потому что по закону школа обязана обеспечивать и учебниками, и рабочими тетрадями обучающихся. У нас таких возможностей нет. Поэтому ребята занимаются на портале Я-класс. Также мы используем и другие порталы, такие как Сдам.Я, Учи.ру, но у них есть свои плюсы и минусы, о которых, наверное, вы все знаете. Я-класс предоставляет родителям возможность контролировать успеваемость своих учащихся. Родитель может следить за тем, сколько времени учащийся провел за решением заданий и какие задания он решил, а также на какой балл. Для тех, кто любит отвлечься, есть специальный раздел, который называется «Переменка», где есть тесты и занимательные задачи на смекалку. Баллы за них тоже засчитываются в Я-классе. Навигация простая и понятная, и очень расширенный справочный раздел. Если у вас еще остались какие-то вопросы, можете обращаться, я всегда буду рада на них ответить. Спасибо за внимание. Уважаемый педагог, приветствуем вас на... Коллеги, вот если посмотреть топ по нашей республике, то мы можем тоже определить, ну, в данном случае сейчас топ по школе включен, топ классов в школе, топ школу есть. И если мы выберем регион Коми, то можно увидеть наших лидеров. Вот тоже Воркута, Усинск, Печора. Представлены практически все города Республики Коми в топе школ. Ну и как было представлено уже в видеоролике, если зайти в каждую школу, то можно увидеть победителей по каждому региону. Ну, если посмотреть по Сыктывкару, то у нас лидирует 43-я школа по решению задач на этом ресурсе. Коллеги, если будут вопросы, значит, можно будет задавать вопросы по электронной почте. На этом, в принципе, мы заканчиваем сегодня по этому ресурсу. И еще у нас в 16:30 мы представим систему дистанционного обучения, которую тоже можно использовать в работе. Спасибо за внимание.